Здравствуйте! Сегодня я расскажу об Ибрае Алтынсарине. Это просветитель Казахстана, преподаватель, педагог. В основу положила книгу Джумагулова. Книга старая, но очень хорошая, так что рекомендую. Итак, Ибрай Алтынсарин родился 20 октября 1941 года. Кто назовет полностью этот год? Правильно, 1841 год. В ауле Жамбурчи в Кустанайской области. Мальчику было 4 года, когда умер его отец. И дед стал его воспитывать. Дед состоял на службе в Оренбургской пограничной комиссии. В 1946 году на службе в 1946 году Ибрай стал одним из первых учеников первой особой школы для казахских детей в городе Оренбурге. Он жил в интернате, и вот когда мальчики, которые приехали первыми в школу, они попросили руководство, а попросил именно Ибрай, что вот этого мужчину, который нас привез сюда, пожалуйста, оставьте при нас, чтобы он был с нами. И руководство пошло навстречу. Почему? Потому что мальчишки-то совсем маленькие, их оторвали от семьи, а тут более-менее родной человек, да еще казах, с ним можно по-казахски поговорить. И вот этот Житыбай Утемисов стал их дядькой. Но вы знаете, что у многих поэтов, писателей были дядьки, которые вот за ними ухаживали. Уже в отрочестве мальчик отличался такими чертами, как настойчивостью, самостоятельностью, любознательностью, прилежанием. Ну, думаю, что в этом заслуга деда. Вот такие качества человеческие просто так не появляются. Вот стихотворение деда Ибрая. Очень он заботился о том, чтобы все у внуков было хорошо. «Свет очей моих, сын мой, надежда моя, я пишу тебе мыслей своих, не тая. На здоровье не жалуюсь, мать и отец шлют привет, окрыленный биением сердец. Ты, наверное, скучаешь и рвешься домой. Поприлежнее учись, грусть пройдет стороной. Станешь грамотным, будешь опорою нам к закату идущим седым старикам. Если не очень ты возвратишься в свой дом, упрекать себя с горечью будешь потом». Конечно, к таким словам даже ребенок прислушается. В 1957 году Ибрай окончил школу и как первый ученик был оставлен при Оренбургском областном начальнике Григорьеве в качестве переводчика. А Григорьев — это не только начальник большой, но это еще и большой ученый. Всю жизнь Ибрай Алтынсарин изучал художественные произведения классиков русской литературы, мировой литературы, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого Льва Николаевича, Салтыкова-Щедрина, Шекспира, Гёте, Байрона, Фердоуси, Низами, Джами, Саади, Наваи. В 60-м году он покинул Оренбург и перевелся на учительскую работу в город Тургай, но его назначили помощником судьи. Он был очень недоволен. Почему? Потому что он хотел работать преподавателем, хотел учить детей. А вот видите, как не повезло. Ведь специально переехал в другой город, чтобы учительствовать. Не получилось. В 1964 году он наконец приступил к педагогической деятельности, а в 1969 году занимал руководящие должности в системе образования. И, используя свое служебное положение, он стал заниматься тем, чем и должен был заниматься, то есть создавал сеть начальных русско-казахских школ. И наряду с созданием школ в 1981 году он организовал первые
библиотеки при школе. Вы скажете, а почему вы слово библиотеки используете во множественном числе? А очень просто. Оказывается, при школе была ученическая библиотека, учительская, потом ремесленное отделение. И он еще хотел создать отделение для садоводов и огородников. На содействие местных властей при открытии школ он особо не надеялся, хотя содействие такое было, и поэтому объезжал аулы и рассказывал о том, чем он занимается. И население живо отзывалось на его призыв. А на собранные средства Алтансарин строил волосные школы и даже открыл женскую школу на 10 учениц. Это было, конечно, что-то абсолютно новое. И девочки учились в этой школе. За 9 лет он открыл 10 школ. Представляете, вот какая творческая самоотдача в Тургайской области. И по одной 4-летней в каждой волости. Своими выступлениями против произвола и взяточничества чиновников он восстановил против себя всю верхушку казахского общества. И, кстати, и своих родственников тоже. Его родные братья, жившие в Костанае, вели борьбу за власть. Оба претендовали на пост волостного управителя. Их борьба длилась более 10 лет. И в результате целая волость пришла в упадок. Узнав об этом, а Ибрай об этом не знал, он отправился, значит, усовестить братьев, но тщетно. Тогда Ибрай выступил против братьев и содействовал избранию волостным управителем простого казаха Нурмагомедова. Это вызвало целую бурю. На Ибрая посыпались доносы и жалобы, а тургайский генерал-губернатор хотел подвергнуть его административной высылке. Но инспектор Оренбургского учебного округа Катаринский защитил его. Вообще трудно ему приходилось, вот он в письмах Катаринскому и другим пишет об этом, как ему трудно приходилось. Воспитанные Алтансариным первые народные учителя продолжали его дело. Поэтический дар будущего просветителя обнаружился еще в ранние школьные годы, и с годами он только крепчал. Например, Алтансарин создавал сатирические образы представителей духовенства. Вот я сейчас вам прочитаю стихотворение, и посмотрите, насколько точные он дает характеристики, насколько точные у него наблюдения. Обивая пороги, торчит у дверей хаджа. Сразу интересно, да что это он торчит? В щелку смотрит. Желаю узнать поскорей, кто находится дома. В каком смысле кто? Если там мужчины. И нагло заходит. А мужчин нет, можно нагло заходить. Топчет малых детей. Как-то топчет. Сразу задумаешься, правда же? А вот так идет себе прямиком. Ну, наступил на ручку ребенка. Ну, заплакал ребенка. А ничего не страшного, мужчин же нет, никому воздействовать. Страх на женщин наводит, а затем на почетное место садится и, желая поесть, начинает молиться. И женщины, конечно, вынуждены кормить нахала. Алтансарин активно переводил произведения русских писателей Крылова, Льва Николаевича Толстого и других. Выступал как народный трибун. Он пропагандировал идеи оседлости и братской дружбы среднеазиатских народов, особенно казахского и русского. Самоотверженный труд казахского просветителя был оценен казахским народом еще задолго до его смерти. Группа казахской интеллигенции писала о нем в газете «Оренбургский листок». Алтансарин – герой, который становится отражением духа народа, его ума, нрава, характера и вообще всей его жизни. На этом все. До свидания. Здоровья вам.